Компания ProCD представляет. Как прекрасен мир, он не познан был. При участии телеканала France 3 и канала Плюс. Чтобы нам свои тайны он открыл, смелые искатели, рыцари, мечтатели, шли без указателей, шли вокруг земли, не свернет с пути. Их ни ветер злой, ни мороз, ни зной может не вести. Шторм идет сплошной или дождь стеной, но должны искатели плыть без указателей, плыть вокруг земли, плыть вперед. Если океан нужно переплыть, то переплывут буря, ураган. Мачты, треск, пустяк, через все пройдут смелые искатели, первооткрыватели. Им стихия не страшна, цель важна для них, важно новый мир открыть. Прочь все страхи и все сомнения, до земли доплыть. Сквозь опасности, приключения, смелые искатели, рыцари, мечтатели, людям шли новый мир дарить. Жили-были искатели. Скажите, ребята, кто был самым известным за всю историю человечества завоевателем? Конечно, Александр. Александр Македонский. Неплохой ответ. Он действительно захватил весьма значительную территорию. Но я имел в виду другого человека. Тогда Ромул. Это Ромул. Тоже неплохой ответ, но и он неправильный. Это было раньше. Тогда Наполеон. Это уж точно. Конечно, он. Нет, неправильно. Это и не Наполеон. Посмотрите сюда. Но я ничего не вижу. Сейчас я вам помогу. Ну что? Это Чингисхан. Правильно, браво. Но он был очень жестоким. В чем-то ты права, а в чем-то нет. Он был великим завоевателем, который стремился захватить как можно больше новых земель. Конечно, он хотел править ими. Но он был еще верным другом, благородным, великодушным, бескорыстным человеком. История его жизни необычна, и я решил ее рассказать вам. Жестокий и злой возможно, но то время, в которое он жил, было далеко не добрым. Его детство было очень нелегким. Все это произошло более 8 веков тому назад. Сейчас вы все узнаете. Ойлун, я здесь управлюсь сам, а ты иди присмотри за огнем. Хорошо, Исугей. Эй! Что ты делаешь? Это же яд. Я хочу отомстить. Отец Ясугея отобрал у моего дяди лошадей. Так что молчи и не мешай мне. Скоро я умру, Темуджин. Теперь тебе придется стать главой нашего рода. Послушай, твой муж был хорошим командиром, но твой сын Темуджин еще слишком мал. Кто склонит колени перед ребенком? Теперь главой рода буду я, Таргутай. Нет, Таргутай. По нашей традиции сын должен занять место отца. Темуджин очень скоро станет взрослым. Ах, вот как! Ну, не хотите, как хотите. Тогда я ухожу со своими тайчутами.
Скуби-Дэй, почему ты не ушел с остальными? Я твой друг, Темуджин. Я остаюсь с вами. Я смогу вам помочь, ведь я уже достаточно сильный. Наша жизнь будет нелегкой. У нас осталось всего несколько коз, овец, 8 лошадей и пара быков, которых мы можем запрячь в повозки. Мы справимся. Ваш отец Ясугей был потомком великого Могола. Вы должны быть сильными, смелыми, сплоченными, чтобы наступил день, когда мой старший сын Темуджин снова станет во главе наших исконных земель. И тогда вы узнаете, как велик и прекрасен мир. Темуджин был вашим ровесником, когда это произошло. Но, несмотря на детский возраст, он очень скоро сумеет создать огромную империю. Они там, наверху. Надо взять с собой луки. Ну, надо же. Они непременно станут хорошими охотниками. Хорошо, начинайте. Завтра вы отправитесь на настоящую охоту. Нам нужно мясо. Для охоты на оленя, который бегает быстро, как лошадь, вам надо быть легкими и подвижными. А для этого избавьтесь от всего лишнего. И от воды тоже? От всего. Оставьте только луки и ножи. У нас будет много мяса, если нам удастся подстрелить оленя. Смотри, а вот его. На своих приземистых лошадях монголы без остановки проезжали десятки километров. Подрос. Настало время избавиться от него. После этого я стану во главе рода. Попался.
Настанет день, он мне за все заплатит. Воры, как они могли? Ведь они были нашими союзниками. Сейчас с охоты вернется твой брат Белкутай. У него наша последняя лошадь. Я верну наших лошадей. Меня зовут Темуджин. Я сын Ясугея. Ты не видел тычиутов? Они угнали всех наших лошадей. Видел. Они проехали мимо, когда солнце было высоко. Они украли ваших лошадей? Меня зовут Баарчу. Послушай, Темуджин, ты устал? И твоя лошадь тоже. Наше племя Орлат, ваши верные друзья. Дай отдохнуть своей лошади, иначе она погибнет. Тебе тоже надо передохнуть. У меня есть свежие лошади. Завтра на заре я поскочу вместе с тобой. Согласен? Если ты мне друг, поедем прямо сейчас. Нельзя терять ни одной минуты. Темуджин повторил хитрость одного из братьев Горациев, который делал вид, что убегает от своих противников Куриациев, чтобы их разобщить, заманить в ловушку и разбить по одному. Ты был предан и всегда приходил на помощь. Теперь ты будешь не только моим другом, но и соратником. Таргутай, ты предатель и достоин смерти. А вас я прощу, если вы присоединитесь к нам. Остальные монголы были очень слабыми, потому что они были разобщены. Наши племена все время воевали друг с другом. А вот если бы мы объединились, то стали бы могучей, я бы даже сказал, непобедимой силой, способной захватить все пастбища мира и даже те, где монголы никогда не были. Скажи мне, мудрец, что нужно сделать, чтобы объединить монголов? Ведь они только и делают, что воюют друг с другом. Так дальше нельзя. Что нужно сделать? Прежде всего, применить к ним силу. Сначала тебе надо выбрать себе территорию. И ты должен быть уверен, что на этой территории ты самый сильный. А потом надо будет действовать с умом. Необходимо понимать, что монгол предпочитает быть пусть маленьким, но все-таки принцем, чем стать сильным вассалом другого монгола. Темуджин, сын мой, тебе уже исполнилось 16 лет, ты взрослый мужчина, тебе пора жениться. Ты помнишь, что Дэйсичен обещал отдать свою дочь Борте тебе в жены? Дэйсичен сильный вождь, союз с ним будет нам полезен. Хорошо, мама, выезжаем завтра.
Темуджин, сын Ясугея. Знаешь ли ты, что Ясугей? Темуджин, сын Ясугея. Что ты сказал, Дэсичен? Я сказал, но ты ничего не слышал. Твоя дочь Борте такая... Красавица, не правда ли? Я обещал твоему отцу, что она станет твоей женой. Что ты можешь ей дать? Я брошу к ее ногам весь мир. Это немало. А что ты дашь мне? Что скажешь? Я дарю тебе шубу, сшитую из шкурок 100 черных горностаев. Моя дочь, эта шуба самое ценное, что у меня есть. Сынок! Они увезли Борте. Это был Мигун, вождь Смеркитов. Они дорого мне за это заплатят. Меркитов тысячи, а нас всего несколько сотен. Тогда нам придется встретиться с Тагрулом. У него много людей, и он был другом моего отца. Он даст нам своих воинов. Он христианин. Он так приветствует нас. Правда? А я думал, он хочет меня ударить. Кошечки мои, красавицы мои. Фу, как плохо пахнет. Дорогой Темуджин, я не знал, что ты еще жив. Послушай, Тагрул, ты был другом моего отца. Одолжи мне на время своих воинов. Мигун похитил мою жену Борте. Мигун, племя меркитов очень сильное. Тебе потребуется много воинов. А что ты дашь мне взамен? Вот это. Ладно, я дам тебе воинов. Наконец-то ты приехал за мной. Ты умрешь. А что делать с этими? Мне нужны люди. Не надо убивать тех, кто может нам пригодиться. Присоединяйтесь ко мне, и я дам вам пастбище для вашего скота. Вместе со мной вы сможете победить всех своих врагов. Темуджин победил меркитов. Их вождь погиб, а его люди присоединились к победителю. Другие племена также перешли на сторону Темуджина. Малыш Темуджин начинает меня раздражать, кошки мои. Хорошо. Хорошо, Угидей. Смотри. Молодец. Мои сыновья будут великими воинами. Темуджин, предлагаю тебе заключить союз. Это большая честь для меня, Тагрул. А союз против кого? Против орд найманов. Они грабят наши караваны, не дают нам торговать. Да. Я согласен с тобой. Но нам придется проделать долгий и нелегкий путь. В самый разгар зимы Темуджин со своим войском перешел через Алтайские горы. А Тагрул в это время путешествовал с комфортом, соответствующим его сану. Скоро мы начнем сражение. Угидей, сын мой, ты поведешь за собой лучников, которые будут находиться в центре войска.
Ты близко подойдешь к противнику, а потом начнешь отступать. Ты все понял, сынок? Я понял, отец. А теперь все назад. Посмотрите, они испугались, они отступают. Вперед! Наша очередь, вперед! Вперед! Если перейдете на мою сторону, то тебе и твоим людям я сохраню жизнь. Никогда! Отрезать все головы, которые выше колеса повозки. О, голову нет, я маленький. Дети мои, вы станете настоящими монголами. Мы одержали окончательную победу. Ты отличный воин и хороший слуга. Я не слуга. Все понял. Иди. Настало время избавиться от Темуджина. Ты умрешь, предатель. Кажется, Тагрул потерял голову. Темуджин, ты объединил всех монголов в один народ. Вместе с тобой мы одержали множество побед. Да, верно. Теперь у нас есть пастбище для скота, леса, в которых водится много дичи. Правильно! Мы провозглашаем тебя великим ханом! Чингисхан! 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 Эй! Наш единственный всемогущий властелин — это Тангри, вечно голубое небо! Чингисхан создал самую сильную в мире армию. Стрелу к подбородку! Острие направь на цель! Это проще простого. Стреляйте! О-о! Я же говорил, что это просто. Выстрел! Ой! Ой! Ставьте ноги глубже на перекладину, иначе ничего не выйдет. И прежде всего дисциплина. Уснул на посту — смерть. Пьет больше 3 раз в месяц — смерть. Не справился с задачей — смерть. 100 тысяч конников, 10 армейских корпусов в нашем распоряжении. Мы готовы к бою. Нам принадлежит весь мир. Хотел бы вам напомнить, что в сражении при Бувине участвовало всего 1000 французских всадников. Так что миру было чего бояться. Мир боялся монгольской армии. 1207 год покорена Монголия и Южная Сибирь. 1209 год захвачен Северный Тибет. 1211, 1215 монголы покоряют Китай и захватывают Пекин. 1218 у его ног лежит Казахстан. 1220 год. Для войны с Хорезмом Чингисхан собирает войско, которое насчитывало 200 тысяч всадников. 1222 год. Кавказ, Черное море, Днепр. Темуджин, вождь небольшого монгольского племени, становится Чингисханом, владыкой всего мира. Его империя простирается от Китая до Каспийского моря. Ни один человек не владел такой огромной территорией, не достигал такого могущества. А теперь слушайте. Угидей, дети мои, мои верные друзья, я вручаю вам свою империю. Пусть в ней правит справедливость. Тебе, Хубилай, мудрец, предсказал великое будущее. Будем надеяться, он не ошибся. Этот мальчик действительно станет великим Хубилай-ханом, о котором позже Марко Поло будет рассказывать удивительные истории.